Единая Россия сегодня провела единый день приема граждан. Глава Ингушетии также обсудил проблемы с жителями республики. С вопросами трудоустройства обратились выпускники иногородних вузов текущего года. 3 молодых специалистов, у 2 красные дипломы. Малика Евлоева посетовала на то, что не может найти работу по профилю, и попросила Юнусбека Евкурова посодействовать ей в этом вопросе. С аналогичными обращениями пришли Ахмед Костоев и Микаил Имагожев. Глава Ингушетии пообщался с ребятами и пообещал рассмотреть их просьбы. Руководителю приемной главы Ингушетии и правительства Маки Аушевой дано поручение изучить банк вакансий и в недельный срок представить предложение по всем заявителям. Возможностью участия в едином дне приема граждан также воспользовались жительница Троицкого Марем Кариева и предприниматель Адам Умаров. Данные заявители обратились по вопросу развития малого и среднего бизнеса. Прием граждан сегодня прошел в общественной приемной Дмитрия Медведева. С жителями встретился секретарь регионального отделения «Единороссов» Зелимхан Евлоев. Единый день приема граждан проходит сегодня во всех регионах страны. Наши корреспонденты побывали в Магасе и Назране. Секретарь регионального отделения политической партии «Единая Россия» Зелимхан Евлоев внимательно знакомится с просьбами и заявлениями земляков, пришедших сегодня на партийный прием. В основном заявители жалуются на плохие жилищные условия и материальные проблемы, но попадаются и нешаблонные посетители. Эти ребята хотят играть в хоккей в недавно построенном в рамках партийного проекта Ледовом дворце. Они собрали 15 человек и мечтают организовать из них команду, которая однажды, возможно, сможет защищать на льду спортивную честь республики. Зелимхан Евлоев обещал будущим хоккеистам депутатскую поддержку. Мы ходим на ледовую арену больше 2-3 месяцев. Достаточно хорошо продвинулись в плане обучения катания на ледовой арене. Надеемся, хороший. Рустам Умаев, будучи студентом, очень интересуется работой депутатов и политических партий, действующих в республике. И на прием пришел не с проблемами, а с вопросами о партийной жизни. Зелимхан Евлоев, обрадованный, что молодежь интересуется политической жизнью страны и республики, подробно рассказал посетителю, как в республике поставлена деятельность депутатов и политических партий. В этом году стал совершеннолетним, впервые голосовал. Карьеру вижу, как проходит карьера моего дяди. Он становился не раз депутатом, поэтому мне в этой стихии очень было интересно поработать. Вступил в молодую гвардию. По мнению Зелимхана Евлоева, такие встречи имеют свои плюсы. Политическая партия «Единая Россия» часто принимает жителей и всячески оказывает помощь в реализации новых идей в защите прав жителей. Проводим не только 1 декабря, но и у нас есть приемные дни и общественные приемных партий. В общественной приемной председателя партии по графику у нас проводят приемы депутаты Народного собрания, члены регионального политсовета и также члены Совета Федерации, Федерального собрания Российской Федерации и наши депутаты Государственной Думы. Здесь житель республики может обратиться, узнать, в какое время и когда проводит прием тот или иной наш представитель партии. А вечером в этом же кабинете прием граждан продолжил сенатор от Ингушетии Мухарбек Дидигов, который специально для этого приехал в Магаз из Москвы, чтобы лично выслушать наболевшие вопросы от граждан республики, которые придут к нему со своими вопросами и предложениями со всех уголков республики. Фатима Муталиева уже не первый год обращается в районную администрацию с просьбой о выделении земельного участка. И выслушав ее, Мухарбек Дидигов связался с главой администрации Назрановского района и попросил в течение недели разобраться в этом вопросе. В 10:00 она будет завтра у тебя. Все. Хорошо. А я перед отлетом, я тогда тебе позвоню по результату. Договорились? Все, в 10 утра на завтра будет у тебя. Следующий вопрос – просьба о будущем трудоустройстве девушки, которая сейчас оканчивает столичный МГИМО. Сенатор пообещал встретиться со студенткой, как только вернется в Москву. Решение вопросов, волнующих жителей республики, первоочередное дело, считает Мухарбек Дидигов. Ведь только благодаря активной работе политических партий в регионе проблемы граждан решаются все быстрее, утверждает сенатор. В следующем году у нас предстоят выборы в Государственную Думу и в наш парламент, Народное собрание Республики Ингушетия. Хотел бы искренне пожелать нашим однопартийцам, чтобы они достойно подошли вот к этим 2
достаточно значимым событием в следующем году. Параллельно прием граждан по личным вопросам провели Назрани депутаты городского и районных советов партии. Вопросы здесь самые разные: отсутствие газа и воды в новостройках Альтиева, устройство детей в дошкольные учреждения, проблемы ветхого жилья и многое другое. Алихан Аздоев, проживающий в Плиево, пришел пожаловаться на отсутствие зебры и лежачих полицейских на центральной дороге в его селе. Так как это центральная дорога и движение, соответственно, очень большое, там дорогу перейти очень трудно. Вот человеку реально там дорогу перейти очень трудно. И мы обращались по поводу этих бордюров и светофоров. Вот, нам вроде сказали, что пойдут навстречу, но нам нужна еще помощь вот, непосредственно с администрацией города Назрани, с райсовета. Депутаты районного совета предельно внимательны к просьбам и обещают разобраться с каждым вопросом. Мы этот вопрос будем выносить перед дорожной службой республики и поставим перед администрацией Назранского района ввиду дополнительных установок светофоров и дополнительных устройств дороги зебра для пешеходных проходов. И если ГОСТ дорожной службы позволяет, мы будем ходатайствовать перед дорожной службой, чтобы там дополнительно ввели вот эти лежащие полицейские. Ну а в другом кабинете граждан принимают депутаты городского совета, а также глава Назрани Алихан Тумгоев и заместитель председателя Народного собрания Руслан Гагиев. Отсутствие газа и воды в новостройках Альтиева, устройство детей в дошкольные учреждения, проблемы ветхого жилья – лишь малая часть вопросов, которые предстоит рассмотреть. Саварбек Цароев пожаловался на то, что с прокладкой канализационного коллектора его дом дал трещину. Как быть в такой ситуации, он поинтересовался у депутатов. Значит, на вчерашнем совещании глава республики дал соответствующее протокольное поручение рассмотреть вопрос о привлечении при сдаче таких объектов, значит, обязательно МЧС, чтобы они создавали свою комиссию, чтобы они присутствовали, чтобы они смотрели по своим критериям, оценивали безопасность, сейсмобезопасность, другие устойчивые там характеры. По своим критериям, по линии МЧС, они чтобы обязательно присутствовали. Он просил вчера, значит, законодательно отрегулировать нас. Большая часть заявлений, полученных сегодня, стоит в списке первоочередных задач, которые будут решены положительно уже в ближайшие дни. Магомед Асканов, Светлана Томова, Магомед Дидигов. Новости 24.